Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Камшик Шара». Сегодня в программе. Наша съемочная группа выехала в национальный парк, чтобы узнать, как проходит сезон и много ли здесь гостей. Человек может просто остаться уже навсегда психически больным. Молодые люди страны в опасности. С каждым годом число употребляющих наркотики в нашей стране растет. Наша гимнастка на международной арене. Впервые в истории Абхазия будет представлена на турнире по художественной гимнастике в Минске. Вечер памяти поэта, литературоведа и общественного деятеля Бориса Гургулия, приуроченный к его 90-летию, прошел в Сухуме. Мероприятие посетил президент Бадра Гунба. Вечер прошел в Абхазском государственном драматическом театре, в фойе которого также была развернута фотовыставка о жизни и творчестве писателя. Друзья и коллеги Бориса Алмазхановича поделились воспоминаниями о нем. После чего был показан художественный фильм, снятый по его произведению. Режиссер фильма Мадина Аргун, автор сценария и второй режиссер Илона Хварцкия. Работу спасательного ведомства в курортный сезон и обеспечение безопасности туристов на пляжах и туристических маршрутах обсудил премьер-министр Владимир Делба с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квицине. Премьеру доложили о материально-техническом обеспечении подразделений МЧС и необходимости приобретения специальных средств для эвакуации пострадавших из труднодоступных мест. На встрече речь шла о повышении заработной платы сотрудникам МЧС и подготовке необходимых для этого документов. Продолжение темы. Многочисленные нарушения, связанные с санитарным состоянием территории, захламленность общественных пространств, несвоевременный вывоз мусора, ненадлежащее состояние урн, лавочек и пешеходных дорожек были выявлены в ходе внеплановой проверки руководства Минтуризма. Особое внимание было уделено зонам, активно посещаемым как жителями столицы, так и туристами. По итогам проверки министерство подготовит официальные обращения в соответствующие службы с рекомендациями по незамедлительному устранению выявленных нарушений и приведению объектов в надлежащее санитарное и эстетическое состояние. Разгар туристического сезона, а значит, на Рице каждый день гости. Ведь приехать в Абхазию и не увидеть Рицу, значит не увидеть ничего. Своей красотой славится не только само озеро и его окрестности. Дорога на Рицу простирается между величественных гор. Картину дополняют бурные реки, которые шумно сопровождают туристов на всем пути. Этот пейзаж захватывает дух и делает путешествие поистине незабываемым. Наша съемочная группа выехала в национальный парк, чтобы узнать, как проходит сезон и много ли здесь гостей. Смотрите репортаж Сари Кварцхелия. Озеро Рица – одно из самых притягательных мест для туристов, стремящихся насладиться красотой природы и уникальным спокойствием. Сегодня мы находимся здесь, чтобы рассказать о текущем туристическом сезоне и о впечатлениях гостей. Очень красиво, нам все нравится. Приезжаем сюда уже не первый год. Здесь я бываю уже третий раз, мне очень нравится. Каждый раз приезжаю и каждый раз вот прямо дух захватывает от этой красоты, от этой мощи, от этого ущелья, от этого озера. Все нравится. Мы семья из Якутии, нам очень нравится Абхазия, мы здесь отдыхаем третий раз и намерены сюда еще возвращаться. Многие возвращаются сюда ежегодно, покоренные величием гор и кристальной прозрачностью воды, которая словно шепчет древние легенды. Популярность озера Рица обусловлена не только его природными красотами, но и разнообразием активностей, доступных туристам. Катание на катамаранах, пешие экскурсии по живописным маршрутам и возможность познакомиться с местными традициями делают это место уникальным и желанным для отдыха. Как вам? Нам все очень понравилось, очень красиво. Первый раз здесь? Первый раз. Очень красиво. Мы под впечатлением. Не первый раз здесь, поэтому и вернулась, очень нравится. Шикарно, шикарнейше, шикарнейше. Еще приедете к нам? Еще приедем, конечно. Природа очень, прям непередаваемые ощущения. Очень красиво. Мы рады, что сюда приехали. Красота неописуемая. Я просто восторгаюсь.
восторгаюсь, очень даже. Первый раз здесь? Первый раз. Дети бывали, я еще не была, вот бабушка приехала с детьми. Очень красиво, невероятные красоты, красивые пейзажи, невероятная природа, воздух чистейший, и очень приятные воспоминания будут об этом месте. Все прекрасно, очень впечатлена вообще горами, природой, очень все здорово, очень все понравилось. Вернемся обязательно сюда еще. Мне очень нравится природа здесь, в Абхазии. Очень красиво и впечатляюще. Ну, мы как бы не совсем далеко отсюда живем, в Карачаево-Черкесской республике. Но тут все равно другой климат и все по-другому. Очень интересно и красиво. Вот озеро само очень красивое. Вот этот цвет такой необычный. Этим летом руководство Рицинского реликтового национального парка констатирует снижение числа туристов и дохода из-за внешних факторов. В прошлом году на текущий период времени более 200 тысяч человек посетили парк, что принесло более 140 миллионов рублей. А в этом году количество посетителей сократилось до 186 тысяч, а доход снизился до 120 миллионов рублей. Факторы, конечно, как мы сами прекрасно понимаем, могут быть разные. Это природные, погодные условия, это общая обстановка в мире, ну и, конечно же, позднее начало туристического сезона на территории нашей республики. В плане инфраструктурных изменений на территории национального парка существенных нововведений нет. Подготовка к сезону проводилась стандартно. Были очищены дороги, объекты готовились к приему гостей, мобилизованы необходимые технические и людские ресурсы. Помимо объектов, куда приезжают наши гости на транспорте, здесь также находится ряд экологических троп по разным направлениям. Особенно популярны туристические объекты, расположенные в горах национального парка. Долина Семи озер, территория озера Мзы и многие другие. Парк стремится привлекать туристов, несмотря на природные препятствия и инфраструктурные ограничения, продолжая заботиться о сохранении природного наследия, совмещая активный туризм с мерами по охране окружающей среды. Но то, что мы имеем, это то, что мы подготовили к летнему туристическому сезону и принимаем с учетом своих возможностей гостей национального парка. Торговые лавки, расположенные недалеко от озера, предлагают разнообразие местных товаров и сувениров. Здесь можно найти изделия ручной работы, которые отражают местные традиции и культуру. А для тех, кто хочет увезти частичку культуры с собой, есть возможность примерить национальные костюмы и сделать памятные фото уже у Голубого озера, которое отличается удивительной прозрачностью, а его небольшая глубина позволяет полностью рассмотреть дно. Очень мало, наоборот, туристов, а сейчас вот, что сказать, неделю, дней 10, как добавились наши туристы. Мы всех рады их видеть у нас в гостях. Ко всем относимся приятно, достойно, с уважением. На небольшом рынке у Голубого озера продавцы отмечают, что в этом году поток туристов действительно немного снизился. Несмотря на это, спрос на местную продукцию, такую как мед и аджика, остается стабильным. Продавцы также добавляют, что туристы по-прежнему проявляют большой интерес к национальной кухне и сувенирам. نس ياخد كانت تمسك يوقف بجبر يسقط وكما رز جنس شاي أبسط شاي يحمو سنتح وصورة كتك نس يزبح ركتك سارة أو تشام مزرعة بخزبخي حبزين يوحوزر زبخي حق راخويتشن يحا ويحزال قلون حرها حرينك إحنا سوا يحزال قلون والسنتان سبتك يحاي مجو يبزيني حد حكلر حد حبسو رابخي نرقلنا زقرلا يشوختي بشي يبحخم يبحقر يحزايت حسايوت عجل راتوريس شحزاوت سرس خطالة Многие рассчитывают на улучшение сезона, так как он все еще продолжается. А волшебная атмосфера озера Рица и его уникальная природа остаются важными факторами, вдохновляющими людей посещать и исследовать это удивительное место, что, безусловно, способствует стабильному туристическому потоку. Сария Кварацхеля, Даур Цулуки, Абхазское телевидение. В Никарагуа состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Олега Барцыц с министром иностранных дел Никарагуа Вальдраком Дженски. Стороны обсудили широкий спектр вопросов абхазо-никарагуанского взаимодействия. Была выражена обоюдная заинтересованность в развитии межгосударственных отношений и наращивании контактов в сфере экономики, торговли, культуры. В ходе беседы Олег Барцыц подчеркнул значимость поддержки, оказываемой Республикой Никарагуа нашей стране, как на различных региональных, так и на международных площадках, в частности, Организации Объединенных Наций.
Вопросы развития экономических отношений, включая укрепление сотрудничества в области взаимной торговли, инвестиций и банковской сферы, обсудили в Манагуа министр иностранных дел Абхазии Олег Барцис и советник президента Никарагуа по продвижению инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауриано Артега Мурильо. Особое внимание было уделено возможностям развития гуманитарного сотрудничества и углубления взаимодействия в области культуры. Стороны наметили практические шаги в области реализации торгово-экономических проектов и финансового сотрудничества. Иностранные гиды смогут сопровождать в Абхазии экскурсионные группы только с обязательным участием абхазских лицензированных экскурсоводов. В Минтуризма прошла встреча с представителями Ассоциации экскурсоводов, где была озвучена данная инициатива. Согласно предложению, при пересечении границы к таким группам будут присоединяться местные специалисты, которые и будут проводить экскурсионное сопровождение. Представители ассоциации поддержали инициативу как шаг в сторону систематизации сферы и повышения качества экскурсионных услуг. Была отмечена важность принятия решений, нацеленных на улучшение туристического сервиса и укрепление позиций абхазских специалистов на рынке. ФСБ предупреждает о росте активности телефонных мошенников. Они пытаются украсть деньги с банковских счетов жителей Абхазии. Злоумышленники используют сразу несколько схем. Самые распространенные из них – поддельные СМС и звонки. Представляясь сотрудниками банка, финансовых, силовых или социальных ведомств, мошенники входят в доверие. В отдельных случаях для убедительности человеку в мессенджер высылают фальшивые электронные служебные удостоверения. Поступают даже видеозвонки, в ходе которых мошенники, не скрывая лиц, общаются с жертвой, надев бейджи и галстуки с логотипами организаций, которые они якобы представляют. Клиенту приходит СМС с просьбой установить специальное приложение или перейти по ссылке. А в ходе телефонной беседы преступники пытаются выяснить номер карты, код, указанный на оборотной стороне карты, пароли из СМС или пароль от личного кабинета. Еще одна мошенническая схема – взлом мессенджера, когда со взломанного аккаунта рассылаются сообщения знакомым и родственникам жертвы с просьбой одолжить деньги, перечислив необходимую сумму на банковскую карту. ФСБ предупреждает, сотрудники банка не звонят клиентам, чтобы уточнить персональные данные, не просят продиктовать входящие в СМС коды подтверждений. Реальные звонки из банка носят исключительно информационный характер. В Абхазии работает горячая линия банка по короткому номеру 4444. Звонки принимаются круглосуточно. Наркотики – бич нашего времени. Статистика неумолима. Ежегодно число потребляющих наркотические средства в нашей стране растет. Только за первое полугодие этого года сотрудниками УКОН Абхазии зарегистрировано 73 преступления в сфере оборота наркотических и психотропных веществ. Выявлено 4 группы, которые занимались их распространением путем тайных закладок. Контрабанда наркотических средств поступает через государственную границу ПСОЛ. Методы маскировки контрабанды становятся все изощреннее. Используются бензобаки и всякого рода тайники в транспортных средствах. Начальник УКОН МВД Республики Абхазия Аста Мурпачалия отмечает, что наркотики в основном одни и те же. Основным видом из поступающих наркотиков является метадон, который употребляют 90% наркозависимых граждан Абхазии. Основные виды наркотиков, которые употребляют на территории Республики Абхазия, это синтетические, химические, так называемые. Это метадон, мефедрон. Есть легкие наркотики, которые растут в Абхазии. Это конопля, это мак. В Абхазии с каждым годом увеличивается число потребителей наркотических веществ. Жертвами наркотиков могут стать практически все, но в большей степени это касается молодых людей, а значит будущего страны. Чаще всего подростки употребляют легкие наркотики, такие как каннабис и так далее. Но есть еще психотропные препараты, которые употребляют молодежь, это школьного возраста. К сожалению, которые не менее пагубны, чем тяжелые наркотики. То есть влияет на психику молодых людей, влияет в целом на организм. Но есть психотропные, именно медицинские препараты, которые молодежь употребляет, которые даже
в России не запрещены. То есть человек может выехать на территорию Российской Федерации и купить в любой аптеке. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при регулярном употреблении наркотиков живут не более 10 лет. Большинство умирает раньше. Весьма распространены случаи, когда люди умирают в течение первого года с момента начала употребления наркотиков. 95% наркоманов, употребляющих наркотики инъекционным путем, заражены ВИЧ-инфекцией, гепатитом Б и С, сифилисом. От этих болезней они часто умирают раньше, чем от самих наркотиков. У того, кто постоянно употребляет наркотики, постепенно развивается толерантность к ним. Через некоторое время для достижения прежнего эффекта обычной дозы уже не хватает. Жертва наркомании вынуждена постоянно увеличивать дозу. Впоследствии не хватает и этого. И тогда происходит переход к более сильному наркотику, избавления от которого почти нет. Это влияет на самый важный орган отрицательно. Центральная нервная система, головной мозг. Это разрушает личность. Человек может просто остаться уже навсегда психически больным. Там ты уже прочистишь его организм, купировали абстинентный синдром, что бы ты ни сделал, он просто уже остается навсегда психически больным. И просто психически больной – это одно, а когда психически больной плюс еще зависимый, это крайне сложное сочетание, это очень плохой прогноз, это тяжелое лечение, это, в общем-то, это, можно сказать, пожизненно реабилитационный центр. Это человек, который в открытом обществе может, в таком, скажем, свободном обществе жить ему сложно будет. Вот. Это очень губительные наркотики. И причем еще они страшны тем, что зависимость развивается очень быстро, иногда после первой пробы. С января текущего года освидетельствовано 1876 человек на состояние употребления запрещенных веществ. Из них на профилактический учет сроком на 1 год взято 262, на диспансерный учет сроком на 3 года 17 человек. Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все системы органов тканей, но особенно центральную и нервную систему. Соли разрушают организм, не только мягкие ткани, но и кости, влияют на общее поведение, нарушается психика, человек начинает себя неадекватно и агрессивно вести, вплоть до того, что кидается на своих родных, может ранить неосознанно людей и себя в том числе. Бывают суицидальные наклонности тоже. В этом случае, если употребляют соли молодые люди. За последние десятилетия произошла, можно сказать, революция в истории запрещенных веществ. Изменились и сами наркотики, и способы их поставки и приобретения. Растет количество наркопреступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Для их совершения продолжают активно использоваться мессенджеры, интернет-магазины, блоги и форумы. Пресекли ряд наркоканалов, которые действовали на территории Республики Абхазия, которые уже не функционируют, так как руководители, организаторы уже отбывают наказание как на территории Республики Абхазия, так и на территории Российской Федерации. Буквально месяца 3 назад мы на территории Российской Федерации привлекли к ответственности одного из таких крупных организаторов, который сегодня уже отбывает наказание. Так что вот так. В целом изменения есть касаемо, если, например, судить по статистике, одновременно лет 5 назад, если смотреть, то на территории Республики Абхазия работало больше 10 наркоканалов. Сегодня это 2-3, то есть тенденция к уменьшению есть, но это не решает проблему в целом, так как потребитель он остается, потребителя надо лечить, потребителя надо, ему надо помочь избавиться от этой зависимости. Деятельность УКОН МВД Республики Абхазии по противодействию наркопреступности является важным фактором обеспечения безопасности и здоровья населения страны. Управление продолжает наращивать усилия по выявлению, пресечению и раскрытию наркопреступлений, а также по профилактике наркомании среди населения. Кундашова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
В Госкомитете по делам молодежи и спорту завершился прием заявок на участие в слете Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября. Теперь по итогам собеседований будет сформирована делегация, которая представит нашу страну. Отбор будет проходить до конца текущего месяца. В слете примут участие 2000 человек, 40 из них представители Абхазии. Конкурс для иностранных участников был даже больше, чем для российских. Чтобы пройти регистрацию, нужно было прислать видеовизитку, портфолио и небольшое эссе. Слет Всемирного фестиваля – это еще одна крупнейшая площадка для международного взаимодействия. Очень рад, что делегация из Республики Абхазия уже по итогу Всемирного фестиваля молодежи сможет принять участие в слете. Еще одна возможность для глобальной интеграции абхазской молодежи в международную повестку, наладить свои коммуникации, поучаствовать в активных мероприятиях, которые предоставляет слет. Я уверен, что мы получим огромные пласт эмоций, зарядимся позитивом и, наконец-таки, расскажем еще одной части света о том, кто такие абхазы и что такое Абхазия. Взаимодействие между Республикой Абхазия и Всемирным фестивалем, она уже длится несколько лет. Это конкретное взаимодействие с дирекцией Всемирного фестиваля молодежи. И это зародилось еще в прошлом году при участии абхазской делегации во Всемирном фестивале молодежи, где республику представляло более 100 представителей Республики Абхазия. Соответственно, с этим в продолжении Всемирного фестиваля было приглашение для делегации республики уже в участии в слете Всемирного фестиваля, где будет и представлена Республика Абхазия в очередной раз. Мы надеемся, что эта работа будет продолжаться вновь и вновь, потому что Всемирный фестиваль развивается, и слет – это его очередное продолжение в рамках уже конкретных регионов. В Сухумском морском порту идут работы по установке светомузыкального фонтана на специальном понтоне. Центральная струя фонтана достигнет высоты 20 метров, а разброс воды до 30 метров. Проект реализует российская компания «Фонтан Сити», известная более чем 600 проектами по всей России. Идея фонтана появилась на собрании молодежи в арт-кластере Таврида. Особенность фонтана – синхронизация с музыкальными треками для уникальных представлений. Городская администрация совместно с морским пароходством работает над подводом необходимых коммуникаций. Тестовый запуск фонтана намечен на 5 августа. Глава города, значит, присутствовал на одном из собраний молодежи на арт-кластере. И там возникла такая идея, там установлен подобного рода фонтан. Там возникла такая идея, что такой фонтан очень хорошо смотрелся бы на набережной города Сухум. Это станет одной из визитных карточек нашего города. Здесь будет очень красивая установка, светомузыкальная. Фонтан будет подыгрывать любой музыке, любому треку, который мы на него включим. Он освежит сам порт, здание порта, так как в комплекс входит и подсветка самого порта, самого вокзала. Также будет очень красиво, здесь будет место притяжения молодых людей. Работы, конечно, не простые, но город принимает все нужные усилия, прикладывает, чтобы подвести все коммуникации к данному проекту. Потому что проект тоже не из дешевых, раз нам вот молодые люди и культурное сообщество России делают такой подарок. Мы, конечно, прикладываем максимум усилий, чтобы все это осуществить в срок, который нам поставлен. Абхазия впервые в истории будет представлена на престижном международном турнире по художественной гимнастике «Хрустальная роза» в Минске. А представит нашу страну талантливая 13-летняя спортсменка Полина Марченко, воспитанница мастера спорта России Марии Якимовой. Турнир по своему статусу сопоставим с чемпионатом Европы. Он собирает лучших гимнасток мира, и участие в нем большая честь для молодой команды Абхазии. Чтобы посмотреть, как Полина готовится к турниру и пожелать ей удачи, в зал гимнастически отправилась Шазина Ханагуа. Полине всего 13 лет, но ее жизнь уже напоминает сюжет из фильма, полный испытаний и тревоги больших надежд. На таких юных плечах лежит огромная ответственность. Впервые в истории Абхазии она представит нашу республику на одном из самых престижных мировых турниров «Хрустальная роза» в Минске. В то время как другие подростки беззаботно играют и мечтают о будущем, она круглосуточно оттачивает каждое движение, преодолевая усталость.
Ее юный возраст скрывает за собой невероятную силу духа. Для Полины каждый шаг на ковре – победа над сомнениями и страхами. Она знает, на кону не просто ее личная мечта, а судьба целой новой страницы в истории абхазского спорта. В ее глазах горит огонь решимости, а сердце бьется в такт музыки, которая ведет ее вперед. Несмотря на груз ответственности, эта хрупкая девочка из маленького уголка мира несет в себе огромный потенциал и вдохновение для всех, кто верит в силу молодости и настойчивости. В этом сложном и красивом спорте она – олицетворение смелости, стремления и настоящего героизма. За плечами Полины уже есть опыт международных выступлений. Вообще художественная гимнастика – это всегда красивая фигура, это грация, это ровная осанка, это красивое лицо. Да, каждая гимнастка особенно. Полина у нас артистичная девушка, у нее есть харизма. Я думаю, что этим мы, может быть, и выделимся. У нее есть тоже хорошие данные. В принципе, девочка у нас талантливая. На данном этапе Полина у нас самая сильная гимнастка. Да, но мы воспитываем еще другое, более молодое поколение. Уже, я надеюсь, что в следующем году мы будем представлять Абхазию не одной гимнасткой, а несколькими. Полину готовит тренер Мария Якимова, судья всероссийской категории «Мастер спорта России». Подготовка к турниру ведется с максимальной отдачей. Тренерский штаб тщательно подбирает упражнения, музыку и костюмы, создавая гармоничный образ юной спортсменки. Нельзя не отметить и поддержку спонсоров. Компания «Система» обеспечила финансирование, позволившее сделать образ Полины безупречным. Будет выступать как pre-юниорка. Там, конечно, соперницы очень сильные. Там девочки из центра Винер, там девочки из Небесной Грации, Академии Алины Кабаевой. Будет очень сложная борьба и будет тяжело. Но для начала, я считаю, это прекрасно. Это бесценный опыт и для нее, и для нас. Мы выводим Абхазию на международный уровень и благодаря Алине Маратовне, и вообще благодаря художественной гимнастике. «Хрустальная роза» – международный турнир по художественной гимнастике, который пройдет в Минске с 25 по 27 июля. В соревнованиях примут участие спортсменки из 13 стран, в том числе из Белоруссии, России, Германии, Люксембурга, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Сирии, Молдовы, Узбекистана и Таджикистана. Всего заявлено 400 участниц, которые выступят в 4 возрастных категориях. Мы связались с Федерацией Белоруссии. Мы знали, что каждый год проходит турнир «Хрустальная роза». Это очень крупный турнир. Для мира гимнастики это как чемпионат Европы, скорее всего. Вот сейчас мы знали, что туда едут лучшие гимнастки России, лучшие гимнастки мира. И для нас это большая честь представлять Абхазию впервые именно в таком виде спорта красивом, как художественная гимнастика. Полина и ее команда выезжают в Минск уже 23 июля. Гимнастка готова заявить о себе, бороться и дарить свою грацию миру. Ее поддерживают не только спортсмены из родной команды, но и вся Абхазия. Несомненно, эта поддержка поможет Полине преодолеть переживания и показать все, на что она способна. Шазина Ханагуа, Рамо Камке, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В среду 23 июля в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 19-24, днем 26-31 градус. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.